Доброе утро, дорогая церковь. Рад вас всех видеть. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Помолимся, прославим Господа. Будем делать то, ради чего мы сюда пришли, совершать богослужение. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам, за то, что мы можем приходить сюда своими ногами, славить Тебя, поклоняться Тебе. Мы отдаем это собрание в руки Твои, Господи, и мы просим Тебя, благослови каждого человека, который находится сейчас в зале, а также всех людей в нашей церкви, которые сегодня отсутствуют, где бы они ни находились. Господь, кто-то будет смотреть трансляцию, Господь, касайся каждого. Пусть никто не уйдет равнодушным. Господь, Ты говори, что Ты считаешь нужным, что Ты видишь, в чем человек нуждается. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте Господу аплодисменты дадим и прославим Его. Божий славу достоин.
Аллилуйя! Воздай славу Господу! Выше руки! Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Бог достоин! Сделай шум хвалы на этом месте! Аллилуйя! Аллилуйя! Блажен народ, у которого Господь есть Бог. 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 Мы тот 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 народ, у которого Господь есть Бог. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли.
тщетно искал, чем сердце наполнить звоном монет и славой побед, что тают, как сон. Тогда ты пришел, собрав осколки жизни, все, что нужно мне, с избытком в тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Избран тобой, пусть несовершенен, ошибки мои увидел все ты, но назвал меня друг. Ведь ты рядом, победа, и в поражениях нет таких мест, где милость и крест не нашли бы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Слезы в смех обращаешь, в красоту серый пепел, смыл позор своей славой. Это можешь только ты. Строить сад из развалин, из костей делать война, разделять слово море. Это можешь только ты. Это можешь только ты. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Аллилуйя, Господь. Мы превозносим Твое святое имя, Отец. Вся слава Тебе, ведь только Ты достоин этой славы, Господь. Аллилуйя. Иисус. 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 Иисус
Я растворяюсь, словно снег, таю в твоих ладонях, Иисус. В твоих руках, Господь мой, я растворяюсь, словно снег, таю в твоих ладонях, Иисус. Если не ты, Боже, можешь меня спасти, то кто же жизнь мою исцели? Если хочешь, сердце мое обнови, Боже. Если не ты, то кто же? Если не ты, Боже. Если не ты, Боже, то кто же? Хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят аллилуйя. Святой, святой, всемогущий, ты велик. Кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Я хочу бағарабы, алаңағы олуына толамын. Істемеді қаларылары, анялары делері, аллилуйя, үдіксідік, күстек танара, улугун, кимда деңеспет, кимда деңеспет, эйгиннен, улугун. Святой, святой, всемогущий, ты велик. Кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, ты велик. Кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Ты велик, Господь, о, ты велик, наш царь. Как воск растают горы перед лицом Его, силы тьмы трепещут перед именем того, кто вознесен над всеми, выходящим воскрес, кто сможет устоять перед Его величием, величием, величием. Величием, величием, величием.
Хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят аллилуйя. Аллилуйя. Господи, мы приходим перед Тобой в молитве и приносим прежде всего тех людей, кто болеет, у кого есть какой-то недуг, и мы просим Тебя, Господь, пусть не будет у нас в нашей среде болящего, Господь. Исцели каждого, Господи. Все, кто долго не могут выздороветь, и продолжается кашель или еще что-то, прямо сейчас мы провозглашаем божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Не будет никаких последствий. Все пройдет во имя Иисуса. Пусть будет так. Господь, мы просим Тебя также за всякую физическую нужду, которая есть у каждого человека в нашей церкви, Господи. Пусть это будет нужда в деньгах, в работе, переезд, еще что-то, Господи. Усмотри. Впереди новогодние праздники, Господи. Я прошу Тебя, благослови каждую семью, Господь, чтобы семейный праздник, Новый год все встретили не одиноко, встретили в компании семьи, в компании друзей, чтобы было что накрыть на стол, было кого пригласить, Господи. Господи, мы просим Тебя за восстановление отношений. Если есть где-то разлад, есть ссоры, мы провозглашаем мир. Мир, который превыше всякого разумения. Пусть будет так, Господи. Господи, мы просим Тебя также за каждую церковь в нашем городе, в нашей республике, по всему Дальнему Востоку и во всей России. Господи, у Тебя одна церковь, много поместных общин. Все мы разные, Господь. Все мы отражаем какую-то грань великого Бога. Господи, пусть каждая церковь, она войдет в свое призвание. Мы просим Тебя за руководителей, за пасторов, за всех людей, которые что-либо делают вообще в церкви. Благослови во имя Иисуса. Просим Тебя за нашего епископа, нашего союза. Благослови его. Благослови его приезд также к нам сюда во имя Иисуса. И, Господи, мы просим Тебя за наше руководство светское, мэра нашего города, главу республики, президента страны, правительства. Господи, благослови их, дай им мудрости, как поступать, что делать, чтобы жизнь людей в нашей стране, она менялась к лучшему. И чтобы церковь могла существовать спокойно, в нормальных отношениях, с обществом, с государством, с властью. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Да будет так. Еще раз огромное спасибо прославлению. Давайте им тоже аплодисменты дадим. Да. Спасибо большое. Вы присаживаетесь, наверное? Не поприветствовали друг друга, да, мне говорят? Как же поприветствовать? Ну, давайте поприветствуем тогда. Чего вы сели? Не будем нарушать традицию. Давайте пару минут буквально возьмем у нас. Кто-то выздоровел, кто-то пришел, кого мы давно не видели. Подойдите к кому-то, благословите, скажите что-нибудь приятное и хорошее. Не оставайтесь в стороне.
И пока мы приветствуем друг друга, дети и подростки, пожалуйста, выходите вперед перед сценой. Мы помолимся за вас, благословим вас. Да? Давайте возвращаться на свои места. Давайте мы помолимся за детей, благословим их. Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви. И просим Тебя, Господи, благослови их, как мы их благословляем сейчас, всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука будет над каждым из них во все дни их жизни, уберегая их от зла. Господи, пусть они ходят Твоими путями, пусть они ходят правильными путями, Господи. Я провозглашаю, чтобы в жизни каждого из них будут надежные друзья, будет такое окружение, которое будет оказывать на них положительное влияние, Господи, на становление их характера, на становление их как личности, Господь. Я прошу Тебя, чтобы каждый из них, он понимал, что есть хорошо и что есть плохо, отличал добра от зла и никогда не шел на компромисс со своей совестью. Господь, благослови их. Господи, просим Тебя также о том, чтобы их жизнь была наполнена чудесами. Как написано, будут наступать на змей и скорпионов, Господи, будут молиться за больных, и те будут получать исцеление. Будут просить и будут получать ответы на свои молитвы. Будут благословлять и будут сами благословлены. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Дети, вы пока не уходите, можно вернуться, потому что у нас есть еще одно событие. Вы знаете, у нас скоро Рождество. Да, вы присаживайтесь. И мы первый раз в этом году положили начало доброй традиции, я верю, которая будет продолжаться из года в год. Да, мы зажигаем свечи, говорим о Рождестве. И вы помните, да, что в прошлый раз у нас была зажжена одна свеча, то есть это Адвент, и мы начали про это вот говорить, да. И сегодня я вот хотел пригласить, да, чету Парфеновых, они нам расскажут и зажгут вторую свечу, можно уже выходить. Добрый день. Слава Господу. И чудесная традиция, знаете, есть хорошие традиции. У Иисуса Христа тоже была традиция по обыкновению своему идти в синагогу какую-то, да? И я думаю, Адвент – это тоже хорошая традиция. И когда зажигаются вот эти свечи, слава Господу, и приближается Рождество, аминь. И знаете, я как-то замечал, чем ближе к Рождеству, тем как будто Божие присутствие приходит. Вот. Не знаю, как у вас, но у меня такое тоже ощущение возникает. Чем ближе, почему-то мы обычно связываем это с Новым годом, но я думаю, что христиане всего мира, они как бы, вот, начиная с адвентов, да, ожидают вообще Рождества. Аминь. И Рождество – это одно из самых великих событий, что могло произойти. Благодаря Рождеству мы здесь. Аминь. Что Бог стал человеком. Слава Господу. И сегодня мы зажигаем вторую свечу. Она называется Вифлеемская. И знаете, наш Господь, Он родился в городе Вифлеем. И знаете, все символично. Все указывает на божественные, так скажем, качества, что ли, да. Бог есть свет, и Вифлеем переводится как дом хлеба, и знаете, чудесно, это Божьи, так скажем, знаки, что ли, на то, как мы можем смотреть на Него. Аминь. Аминь. И давайте тогда сейчас зажгем свечу. Так. У нас сегодня вторая свеча. Аллилуйя. Так, как она включается? Давай. Ну, давай вместе. Оп, давай, пошли.
И света с каждым разом становится все больше и больше. И мы хотели бы спеть песню про Адвент. Можно включить, наверное. Так, включено. Адвент приходит с вестью к нам, вот первая свеча. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Адвент приходит с вестью к нам, вторая вот свеча. Друг друга мы прощать должны, Господь нам завещал. Друг друга мы прощать должны, Господь нам завещал. На самом деле Рождество — это прекрасное время. Сейчас время, когда мы готовимся к Рождеству, когда мы готовим наши сердца. И мы вас поздравляем с наступающим Рождеством. Да, слава Богу. На самом деле вы знаете, что Христос, Иисус, когда Он пришел своим рождением, Он исполнил более 300 пророчеств, которые были за много-много-много сотен лет в разных книгах написаны. И даже если специально планировать, знаете, это нереально сделать. Потому что многие вещи ты сам не выбираешь, вплоть до того места, где Он был рожден. И так далее, и так далее. И у нас Рождество не за горами. И я хочу напомнить, прежде чем я передам слово, сегодня у нас будет проповедовать Олег Иванович, я хочу вам напомнить, что на следующей неделе мы ждем в гости нашего епископа Андрея Манжосова, епископа Северо-Восточного Союза, нашего не чуждый нам человек, так скажем. Он будет вместе со своей супругой здесь. Они будут неделю. Я хочу вам напомнить, что у нас будет следующее расписание в пятницу вечером, вот в эту уже пятницу, которая будет на той неделе. Если Господь даст, и все хорошо, и они прилетают, и нет никаких форс-мажоров. У нас здесь вечернее собрание, молитвенное. В прошлый раз получилось очень камерно. Такое будет открытие, так скажем. Он что-то задаст, и, я думаю, помолится, может быть, за людей с возложением рук. Мы попросим. Вот. И в субботу у нас будет 2 собрания также здесь. Я просто вам специально это говорю заранее, чтобы вы могли запланировать. В 11 часов первое собрание, до часу, с часу до 2 мы здесь вместе потрапезничаем, примем пищу. В 2 часа также продолжим оперативно. Потом по домам. И в воскресенье здесь в 11 часов у нас наше стандартное богослужение. Поэтому добро пожаловать. Епископа у нас давно не было, проповедует он хорошо. И вообще человек харизматичный, и голос у него такой, как бы там, как удав действует, такой, знаете, так успокаивает. Я шучу, но вы все его знаете, не нужно представлять, поэтому добро пожаловать. Также, что я хотел еще сказать. У нас есть немаловажная часть служения, десятины пожертвования. Давайте мы будем давать сейчас. Если вы первый раз в церкви, вы не понимаете чего-то, вы не знаете, зачем и почему, просто не переживайте. Но все знают, что церковь, она существует на пожертвования и на десятины, которые мы даем. Я бы хотел с вами поделиться кое-чем. Вот вам не видно, но
Вы знаете, вот у нас есть световые фермы, куда мы повешаем наши световые приборы, и у нас до этого не было проведено туда электричество. Вот сейчас мы сделали, и на каждой ферме там сделано по 4 точки, то есть по 4 четверных розетки стоит. Они с этой стороны, вам не видно, вот здесь, здесь и здесь. То есть получается всего 12 розеток по 4 штуки. И можете обратить внимание, да, вообще все классно, даже ничего не видно. У нас там добавился счетчик в углу, вот там шторку электрики отодвинули, мы не поправили. На самом деле большая работа была, там добавился просто кабель, все сделано с выключателей. Все очень хорошо. И более того, мы уже почти купили, знаете, нужно нам купить консоль. Это такой, вот как у нас есть звуковой пульт, для световых приборов тоже есть отдельный пульт, который мы уже почти купили, но как-то Господь опять отвел, знаете, что-то мне напоминает, как мы покупали вот стейдж-бокс, там 3 раза и на мошенников нарывались, и, ну, все хорошо, мы никому не заплатили. И вот здесь тоже, знаете, как-то, ну, что-то не получилось. Я уже деньги даже переводил, Сбербанк, такое сообщение приходит, что высокий риск мошенничества, вы не можете отправить деньги, повторите операцию через 24 часа, если вы уверены в получателе. И как бы, ну, я уже думаю, что нужно просто выдохнуть, успокоиться, не торопиться. То есть куда нам торопиться? Ну, к Рождеству мы уже все-таки, у меня была такая мысль, что сделать какой-то свет к Рождеству, но я думаю, торопиться не нужно. Закажем, все дойдет своим чередом. Сейчас просто и идет все очень долго, как бы и с переправами и так далее, поэтому вот. Также я хочу вам напомнить, что через воскресенье у нас будет 24-е, это канун Рождества. И помните, мы говорили, что мы хотим сделать праздничный концерт. И праздничный концерт хотели сделать 25-го в Рождество, но это будет понедельник. Решили не экспериментировать, сделать это в канун Рождества, в воскресенье, когда мы все придем. 24 числа у нас будет большой, не побоюсь этого слова, праздничный концерт. Посмотрим, как вообще будет формат. Я вас ободряю запланировать и быть здесь, присутствовать. Это будет праздничное собрание. Вот, приходите. Что еще? Я ничего не забыл? Еще раз рад вас всех видеть. Погода у нас наладилась. Здорово, да? Как бы ясно. Тумана нет, уже хорошо. Конечно, трудно объяснить всем, чему мы радуемся, когда минус 35 и 37, но тем, кто здесь не живет, да. Но слава Богу. Давайте мы поприветствуем Олега Ивановича, он сегодня словом поделится. Я передам ему микрофон. Аллилуйя, слава Богу. Бог, Он живой. Что-то не видно, что Он живой, да? Один раз я как-то свидетельствовал людям, и люди сказали, а почему ты не улыбаешься? Когда рассказываешь, почему ты не улыбаешься? Твой Бог умер, что ли? Представляете, люди так сказали. Так что мы должны нести этот свет Богу, Божий свет людям, потому что Бог, Он сказал, вы свет для этого мира, вы соль для этого мира. И мы, как видите, это добрая традиция, и она пришла давно, много-много тысяч лет тому назад. Знаете, почему мы зажигаем? Потому что Писание, оно пророчествовало, оно говорило, что Иисус придет за 1500, 600, 700 лет. Исаия пророчествовал, в Ветхом Завете об этом говорилось, что придет великий Господь, и Он Спаситель наш. Он придет, и мы должны Его ожидать. И сегодня чудесное второе воскресенье Адвента, и мы, может, задаемся этим вопросом. Я коротко хотел бы сказать, и сегодня моя проповедь не об этом, а я хотел бы сегодня проповедовать, моя проповедь называется «Ожидание и бодрствование». Для чего мы это делаем? Потому что это
как переводится адвентус, это пришествие с латинского языка, и оно предшествует Рождеству Христову, и мы ожидаем его. Мы должны его ожидать не так просто, сидя, ожидать, но мы должны бодрствовать. Римско-католическая церковь – это вот как бы первый праздник ко всем праздникам. Да? Потом последующие все праздники, которые они празднуют, это вот римско-католическая церковь, и это Адвент называется. У нас в православии это 40-дневный пост, который также предшествует Рождеству, и оно началось уже 28 ноября и до 6 января будет. И также у нас есть праздник наши корни, это вот наши корни, если мы должны знать, это евреи, конечно. Это мы оттуда пришли, Иисус оттуда, патриархи оттуда. И также есть праздник Ханука, и там зажигают также свечи в честь того, что они получили свободу, очистили храм свой от языческого всего. И они также зажгли свечи, и у них было там мало масла, и они свершилось чудо. Они зажгли, там хватало масла всего на одну свечу. Но, знаете, она горела 8 дней, и поэтому в Хануку стоит 8 свечей. Потому что она горела 8 дней, и этот праздник, он переводится как освящение и обновление. И поэтому мы не просто так с Луны свалились и просто зажигаем свечи, потому что этот мир, он тоже зажигает везде свечи. И магия зажигает, и колдуны зажигают, и экстрасенсы зажигают эти свечи. Мы это делаем, в этом есть духовная часть, духовный смысл, и мы должны понимать это. Потому что если нет духовного содержания, то это все напрасно, знаете, это все бессмысленица. Потому что мы можем так просто зажигать, романтически зажигать. Вот. И мы сегодня будем говорить, что Спаситель, Он пришел. Он пришел в этот мир. Спаситель пришел в этот мир. И мы его ожидали. Знаете, почему Израиль его не принял? Вот Израиль его не принял, когда он пришел первый раз. Почему не принял? Вы задавались вопросом? А потому что они думали о своем. Знаете, о своем. И также вот когда час Рождество, везде пишется, везде говорится, везде красиво, праздник к нам приходит, а понимания смысла-то нету, в чем праздник к нам приходит, праздник. И просто зажигаются свечи, просто огни горят, просто что-то вкусное продают там, и все. Но в действительности праздник, это вот действительно предшествует Рождеству Христову, что Спаситель пришел. Что это чудо такое, что Бог превратился в человека. Это такое огромное чудо. И люди этого не понимают. И у Адвента, можно включить, у Адвента есть двойной смысл. Первое – это время радостного ожидания, когда мы его ожидаем. Например, мы в семье садимся, и мы его ожидаем. Мы рассказываем это своим детям. Почему это происходит? Почему мы зажигаем свечи? Не просто так. Вот. Накрываем стол, у нас хороший ужин может быть. Мы всякие вкусняшки готовим детям. И мы открываем Библию, зажигаем свечи и рассказываем, почему мы это делаем. Мы передаем это детям, чтобы дети в действительности могли понимать, для чего. Не просто мы зажигаем свечи, не просто чтобы мы вкусно могли поесть, но в действительности был духовный смысл в этом адвенте, почему мы это делаем. И второе – это побуждение, чтобы мы, как верующие, могли размышлять, подготовиться ко второму пришествию Христа. Потому что мы в действительности не знаем, когда Он придет. Писание говорит об этом, что никто не знает, кроме Отца. Отец Небесный только знает. Ожидание – это вот эта часть благословения. Знаете, когда мы кого-то ожидаем, мы всегда же к этому готовимся. Мы дома там натираем, убираемся дома, да? Когда мы узнали, что к нам Айсен Николаев придет, мы вообще там, Айсен Николаев к нам придет, все, давай чистить, убираться. Позвонили вдруг резко и сказали, вот к вам приедет Айсен Николаев, будет поздравлять, подарки дарить вашим детям. И мы как начали там, все. А представляете, как мы должны готовиться, когда придет Иисус Христос? Когда придет наш Спаситель, когда придет наш Господь. Как мы должны готовиться? И готовиться прежде всего в своем сердце.
И когда мы готовимся, например, в домашней группе, мы также готовимся, что к нам придут люди, в наш дом придут, и поэтому мы убираемся. Каждый знает свою часть, где мы должны убраться, чтобы дома было чисто, чтобы людям было приятно, знаете. Даже пойти в тот же туалет, чтобы все было чисто, стол был чистый, стаканы были чистые. Знаете, мы ожидаем, что придут к нам братья и сестры. И это ожидание, это, знаете, это часть такого благословения, огромного благословения, когда мы ожидаем Господа нашего. Я хотел бы, знаете, вот, и чем тщательнее, качественнее мы готовимся, знаете, чем больше мы получим благословения, чем больше изменений произойдут в нашем сердце. Потому что Бог, Он смотрит прежде всего на сердце. Он не смотрит на лицо, Он не смотрит на нашу одежду, на наши деньги, на наши кошельки, на что-то такое. Но Он смотрит только на наше сердце. Он смотрит на наше сердце. И Он смотрит, что мы ожидаем. И мы должны ожидать не от людей, мы должны ожидать от Бога. И мы сразу учим детей, не ожидайте никогда от людей, никогда не смотрите в их карман, не считайте их деньги, не смотрите, как они одеты. Всегда благодарите Бога, что Бог дал вам, что у вас есть крыша над головой. Мы иногда не ценим даже этого, что у нас есть покушать, у людей нету кушать дома, знаете. Многие люди так живут. Некоторых людей даже нету элементарных вещей дома. У нас это есть, и мы должны быть благодарными и ожидать его. Давайте мы откроем первое место Писания, это Матвея 24 главу. И там как раз о пришествии говорится, Матвея 24 глава. Откроем. И прочитаем там 3 стих, там написано. «Когда же сидел он на горе Илионской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия?» Слышите? Твоего пришествия. Какой признак? И кончины века. Они уже задавались этим вопросом. Когда будет твое пришествие? И мы также, когда ожидаем, когда твое пришествие? И он там дальше уже перечисляет, когда будет это пришествие. Когда будет там, и начнутся его. И мы сейчас смотрим, мы видим в этом мире, что творится. Да? И болезни все эти, и голод идет, и война, и брат на брата идет. Чтобы мы были людьми ожидающими, могли ожидать его. Вот. Прочитаем второе место Писания, это Луки 12 главу. Луки 12 глава. Луки 12 глава, 36 стих. Здесь написано: «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». Чтобы мы свое сердце могли отворить ему, открыть ему сердце, пустить его. Мы иногда не пускаем. Почему? Потому что мы закрыты, жестоковыйны, в чем-то обижены. Этот мир, он настолько живет в грехах. И мы пошли на работу, там обидели, куда-то пошли на улицу с знакомыми, с друзьями, знаете. И он говорит: вы будьте ожидающими, вот такими людьми будьте, ожидающими возвращения господина нашего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему свое сердце, чтобы он мог войти туда и с нами вместе вечерять, вместе с нами действовать. Чтобы мы были действительно такими людьми, чтобы в нашем сердце, прежде всего же нужно изменение в нашем сердце, в нашем разуме нужны изменения. Чтобы и тогда изменения пойдут. Дети, они видят, как мы живем с женой. Дети видят, что мы говорим, как мы поступаем. И детей не обмануть невозможно. Они все это видят. И они так же поступают, как и мы поступаем. И бывает иногда даже стыдно. Даже мне один раз моя родная сестра, она говорит: вот, посмотрите. Он, говорит, как папа, говорит, на Елисея. Елисей стал говорить там и что-то. Он говорит: посмотрите, говорит, копия папы, говорит. Вот, потому что сестра-то меня очень хорошо знает. И знаете, тогда становится действительно, Дух Святой приходит, Он начинает обличать. Потому что Бог, Он должен быть центром всего. И тогда, если Он центр всего, я Его ожидаю, тогда изменение происходит в моем сердце, в моем разуме. И тогда это происходит в моих действиях. Знаете,
Если мы ничего не ожидаем, мы мертвые. И церковь, которая ничего не ждет, она начинает умирать. Церковь, которая ничего не делает, она умирает. Когда она не выходит из своих стен, когда она не несет это Евангелие, знаете, потому что ожидание, оно возгревает, понимаете, оно возгревает. Ты живым становишься, когда ты ожидаешь. Простой пример, когда я вот пришел в христианство, мне уже много лет было, и я молился, я ожидал, говорю, хочу семью, хочу жену. И я ожидал, я молился, и получил слово от Бога, и стал молиться на этом основании этого слова. Говорю, Господь, я ожидаю от Тебя, Господи, жену от Тебя, хочу от Тебя. Не хочу по своим глазам, по своим похотям. Это хорошее ожидание. И ожидать от Господа, прежде Господь, дай мне такую жену. И Господь, Он мне дал чудесную, прекрасную жену и чудесных детей даже в таком возрасте. Находясь в христианстве 8 лет, я думаю, Господи, мне столько уже лет, уже 45, и нету семьи, нету. И я говорю, Господь, я хочу, но я ожидаю от Тебя, я не хочу так. Потому что были и те встречи, и там с кем-то, и думаешь вот так, и в Москву поехал учился, и там в Москве огромная церковь, и там одна красавица на другой сидят, и ты думаешь, смотришь и думаешь, ой, Господи, глазами. Но Господь говорит, нет, не смотри глазами, Олег, ты, у тебя есть, я для тебя приготовил. И я молился, я говорю, Господь, я хочу добрую жену, потому что это по Писанию, просто по Писанию я молился в течение года без остановки. Господь, хочу добрую жену, потому что написано там, кто приобрел добрую жену, тот приобрел благо в очах Твоих. Господи, хочу, потому что не хочу жену-пилу, не хочу жену, которая будет пилить, потому что я эмоциональный человек, я могу не выдержать. Я сам себя знаю, я эмоциональный человек, я могу не выдержать. Послать ее куда-нибудь. Но, Господи, я говорю, Господь, дай мне такую, дай мне такую. И Господь Он дал, знаете, эту чудесную жену. Когда мы ожидаем от Бога, когда мы не ожидаем от людей, когда мы не ожидаем от своей плоти, знаете, когда наша плоть, она, ой, красавица там, и влюблен там в нее. Эта влюбленность, она пройдет, когда ты через некоторое время столкнешься с ней. А она тебя укусит, и ты захочешь еще хлеще укусить ее. Или когда ты снимешь обувь, и она понюхает твои носки. Она скажет, ой, Господи, зачем мне такой брат? А потом будет моим мужем. Господи, знаете, и мы должны ожидать от Бога, когда мы бодрствуем. Не просто ожидать, но мы также должны бодрствовать. Должны бодрствовать, не спать, знаете, не спать. Потому что нам иногда охота спать. Знаете, бодрствование, иногда вот вы замечаете, что читаешь и не бодрствуешь. Слушаешь проповедь и не бодрствуешь. Замечали такое? Бывает такое, на собрании спишь. Пришел и сонник как будто, да? Или Библию читаешь и спать, говорит, как некоторые говорят. Это, говорит, Библия как сонник, говорит, начинаешь читать и засыпаешь. Или молишься, замечаете, вы не бодрствуете, вы молитесь и думаете, у меня там это надо приготовить, туда поехать, вот там это сделать. А сам думаешь, там, Господи, мне туда еще надо вот здесь сделать. Вот столько дел, Господи, и это погладить, там, детей, там, особенно вот матеря, да, когда у которых много детей. Вот я Таню очень понимаю, и она такая вот, думает, у нее мозги работают настолько мощно вообще. Это мы так, мужчины у нас так, один тумблер, включу, выключу, а у них так много кнопок у этих женщин, она все кнопки должна нажать эти все. И мы должны бодрствовать и искать Его. Господь, я хочу встретиться с Тобой. Я хочу, чтобы мы в действительности готовились к Рождеству. Да, Господь, я хочу провести хорошо Рождество. Не просто зажигать эти свечи, но был смысл в этом, чтобы света этого было больше и больше. Не в моем только сердце, но я, чтобы это передал своим детям, своей жене, своим братьям и сестрам своим. Чтобы этот огонь, который Иисус зажег во мне, эта свеча, она не потухла, она зажигала другие сердца. Аллилуйя. Потому что, как в той песне поется, да? Ты нужен мне больше, чем вчера. Нуждаюсь в тебе, не могут выразить слова. Ты так нужен мне больше, чем дыхание, больше, чем служение. Ты нужен мне больше.
чтобы в моих словах Ты был, чтобы в моих действиях Ты был, чтобы Ты, мои руки, они прикасались, чтобы это были Твоими руками, чтобы это, мои слова, это были Твоими словами. И в этом ожидании он говорит главное слово, очень главное. Марка откроем, Марка 13 главу. Марка 13 глава. Марка 13 глава, с 32 стиха почитаем. 13 глава, 32 читаем. И будем до конца читать. И о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, он говорит, бодрствуйте и молитесь. Не просто бодрствуйте, но молитесь. Чтобы мы не молились так, мы бодрствовали в действительности в чтении, в молитве, не думали о чем-то, но мы были сосредоточены на нем. Бодрствуйте, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте, бодрствуйте. Активное, он говорит, бодрствование не должно быть такое ожидание, знаете, просто сидишь и все, я ожидаю. К нам сегодня Айсен приедет, и мы просто ожидаем. Нет, мы там бегаем, убираемся, и консьержка прибежала, там все приготовила, якутскую ему, там еду, там лепешки. Откуда она все приготовила? Значит, Айсен заходит, у него и охраны, пресвиты, они там все звонят, друг с другом разговаривают. Охрана тут же ходит. Все чин-чинарем, знаете, заходит спокойно, просто разговаривает, знаете. И вот это ожидание должно быть активное, деятельное. Что, нам совсем не спать, что ли? Здесь написано, как, что ли? Когда он придет? Вечером или в полночь, или пение петухов, или... Совсем не спать, что ли? Как это? Как это бодрствовать? Не спать совсем? Нет, нет, конечно. Вот в этом мире, в котором мы сейчас живем, вот это там, в этом мире, это ночь, это тьма. Мы свет, и мы несем этот свет, чтобы больше зажигались эти свечи. Этот мир живет в грехе, весь мир лежит в грехе, написано. Весь мир лежит в грехе. Они грешат день и ночь. Они веселятся, пляшут, ходят там, но они не понимают, что они едут в погибель, идут в погибель. И мы, как здесь написано, бодрствовать должны, чтобы... Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Его тьма не может объять. Он говорит, я вам сказал, вы свет, вы соль этого мира. Несите это все в этот мир, чтобы вы могли действительно пребывать в слове, в чтении, чтобы вы могли тренироваться. Тренировка, дисциплина во всех сферах своей жизни. Когда видишь, вот у меня, например, слабость, у меня не хватает терпения. А Бога ждать же нужно терпение. Он 1500 с лишним лет тому назад, когда сказал через Моисея, 1560 лет прошло после того, как он сказал Моисею, и столько ожидания, они ждут, но они ждали-то не того, потому что они ждали своего. И мы иногда так сидим и к Рождеству готовимся, и не понимаем, когда зажигаем эти свечи, мы должны же понимать, кого мы ждем и от кого мы должны что-то получить. Не от человека, потому что от человека вы не получите. Если получите, то в следующий раз не получите. А если получите, то вам навяжут что-то, еще скажут что-то. И мы должны ожидать от Бога, в действительности. Бог, Он нам приготовил это все. Аллилуйя. Знаете, вот как хороший пример, это 10 дев. Вы помните, да? Они разумные. 5 было разумных. Они потому что ожидали. Они копили это масло. Они готовили это помазание. Они готовили свое сердце. Они готовили свое мышление, свою голову. Они готовились к тому, чтобы в действительности правильно ходить, правильно поступать. Они были готовы к этому. Аллилуйя. И 5 было неразумных, которые, когда там крикнули, жених идет,
И эти 5, дайте нам масло этим, которые были готовы. И также вот наступит время, когда Иисус придет, мы также будем. Почему так? Почему так произошло? Но уже будет поздно. Аллилуйя. Душа моя, славь! Что ты унываешь? Мы должны кричать так Господу. Что ты унываешь? Славь, душа моя, Господа, да? Славь! Бог говорит Ефесянам, откроем Ефесянам 5 главу, Бог говорит нам. Ефесянам 5 глава, Он говорит, 14 по 17 стих. Посему сказано, встань, спящий. Он говорит, встань, спящий! Не спите, дорогие братья и сестры! Аллилуйя! Пусть этот огонь горит в вашем сердце, пусть этот огонь горит в вашем разуме, пусть Дух Святой просвещает вас. Встань, спящий, и воскресни из мертвых. Потому что ожидание – это в действительности живительное, деятельное ожидание. И осветит тебя Христос. Кто тебя осветит? Только Христос может осветить. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, эти 5 дев, неразумные, да? Будьте, он говорит, поступайте осторожно, но не как неразумные, но как мудрые эти 5 дев, которые накопили, да, которые готовились к этому, которые подготовили свое сердце, которые подготовились, которые тренировались, которые дисциплинировали себя. Потому что у нас иногда даже культура поведения христианского. Мы можем пастора там похлопать. Эй, братан. Он не братан, он пастор. Понимаете, да? У нас нет этой культуры, у нас границы иногда стерты. Или мы можем к старым людям неправильно относиться. Мы должны с почтением относиться к пожилым людям. С почтением. Немощным сосудом. Мы должны, вот здесь написано, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Мы должны познавать каждый раз, что есть воля Божья. Воля Божья. И в эти дни вот мы должны подготовиться к Рождеству. Давайте вот взбодримся просто. Давайте вот иногда нам нужно просто вот, у меня терпения не хватает. Там пошлешь детей в магазин, ну, Господи, когда придет? И потом подымет, ты еще начинаешь эту мораль читать. Мораль не надо читать. Нужно любить. Нужно любить своих детей. Не читать мораль. Знаете, мы любим мораль читать. Но Бог, Иисус никогда мораль не читал. Он любил людей. И Он своим поведением, своими поступками учил людей. Они видели. Они это видели. Аллилуйя. Может, мы восстановим свою молитвенную жизнь, да, тайную свою комнату восстановим. У кого-то, может, она разрушена, эта молитвенная, чтобы мы могли расти, стараться не грубить, не ворчать. Ворчим очень часто. Чуть не так, что-то здесь разлили, что-то здесь подлили. Что-то не так поступили, и не замечаем ворчания. Я заметил, мне уже 61 год, и смотрю, мне уже жена говорит, ты еще молодой, Олег, у тебя дети маленькие, еще ворчишь. Ой, Господи, и ты получаешь обличение. Господи, думаешь, да, в действительности, не завидовать, прощать, чтобы мы действительно готовились к Рождеству, чтобы мы могли уметь простить этих людей, подготовиться, близких, соседей, своих друзей. Обнять своих детей, обнимать почаще своих детей. Здесь хорошая традиция очень. Слава Богу за эту традицию, когда вот мы, да, в начале собрания это делаем, эти обнимашки. Аллилуйя. Чтобы в действительности мы могли понимать. Вот это время, чтобы сказать, Господь, я готов, я хочу подготовиться к Рождеству, я хочу радоваться, я хочу веселиться. Не просто так, чтобы свет этот был внутри нас. Аллилуйя. Знаете, когда занимаемся мы благотворительностью, несем Евангелие, благотворительностью, вот, слава Богу, в нашей церкви это делается. Да? Как приятно, когда тебя охота вложить, даже, может, небольшие суммы, мы пенсионеры, но так охота, когда здесь Мария Пак, она рассказывает про это. Маленькая такая, она хрупкая, а сколько силы, сколько света в ней, да? Она выходит такая, я просто вижу, думаю, такая хрупкая, маленькая, а сколько света в ней, да?
Сколько силы в этом. Мощи сколько. Знаете? Как это сильно, когда есть благотворительность, да, которой занимается там по Вилюйскому. Кто-то это делает. Мы не будем называть имена, но кто-то это делает, кто-то вкладывает в это сердце, время свое вкладывает. Знаете, Богу это так нравится, Бог так любит это. И кто-то вкладывается, вы каждый вкладываетесь вот в эти деньги, каждый ваши 100 рублей, знаете, они Богом освящаются. Бог видит, может, каждый, как та вдова дала 2 лепты, знаете, не пренебрегайте никогда. Ой, что там, конечно, эти богатые там дадут, а я что 100 рублей? Ваши 100 рублей, они настолько, знаете, помазаны, они настолько милосердны, они настолько благотворительны, ваши 100 рублей. Потому что Бог видит, как вы даете. Он смотрит на сердце всегда, который свет внутри нас. Аллилуйя. Знаете, вот почему они Хануку-то зажигали. Почему они зажигали Хануку? Когда вот они очищались, освещали. Они когда зажигали эти 8 свечей, они ставили его на подоконник, на окне, чтобы люди, они видели, когда проходили, и свет этот горит в их доме. И у них идет праздник, понимаете? У них идут там танцы. Они там танцуют. Все пляшут. Дети кричат. Подарки раздают. Столько радости. Я не думаю, что они радуются-то? Вау! Странно. И столько радости. И это свет, это Евангелие, понимаете, мы должны нести. У нас не просто так это свеча. Почему вы делаете? Люди приходят к нам, да, там, подруги там Танины бывшие, там, приходят, друзья. Они спрашивают, а что у вас свечки-то? И тогда люди начинают, тогда начинаем рассказывать, почему это. Но это прежде всего в нашем сердце. Вот эти свечи, они в нашем сердце должны гореть, в нашем разуме. Они должны выражаться в наших поступках, в наших делах. Слава Богу за Бога. Аллилуйя. Чтобы мы видели этот свет, как они в действительности поклоняются. И заканчивая, я буду заканчивать. Я бы хотел рассказать одну историю поучительную, чудесную, такую прекрасную. Знаете, один человек, он приходил в церковь, и он занимал место. Он садился, приходил в церковь, он садился и занимал рядом, резервировал место. Каждый раз, приходя, он снимал с себя пиджачок и занимал это место. И садился. И слушал проповедь до самого конца. И он это делал в течение долгого времени. Приходил и занимал это место. Резервировал это место. И раз пастор, увидя это, со стороны он подошел к нему, познакомился с ним и сказал, почему ты это делаешь? Он сказал, у меня в семье трагедия. От меня ушла жена. Дочка не хочет со мной разговаривать. Не хочет меня слышать. Хочет разговаривать. И он каждый раз так приходил и занимал это место. Это время ожидания. Он молился, он ожидал от Бога. Он не ожидал от пастора, он не ожидал от церкви. Он ожидал от Бога. И он приходил к дочери и говорил, доченька моя, дорогая, я хочу, чтобы ты пришла к Иисусу, не ко мне, к Иисусу. Пришла и села рядом со мной. Я каждый раз буду ждать тебя там. Я каждый раз буду резервировать это место. Для тебя, моя дорогая доченька. Я буду ждать тебя, пока ты не придешь. И он победил. Она пришла, она села на это место. Она приняла Иисуса Христа. Вот это ожидание. У нас должно быть такое ожидание от Иисуса. Не от людей, не от церкви, не от пастора, не от лидера. Ожидание от Иисуса Христа. Потому что у каждого из нас есть пустое место. Как я сказал, Господь, мое пустое место – это мое нетерпение. Нетерпение к детям. Я их люблю, но мне иногда не хватает нетерпения. Я хочу, чтобы у меня было терпение. Мне 61 год. Чем старше мы становимся, чем мудрее мы становимся.
чтобы мы ожидали, чтобы это пустое место Бог Он наполнил. Он говорит, приготовьте путь к Господу. Приготовьте путь к Господу, чтобы мы могли приготовить путь к Господу. Не просто зажигали эти свечи, не просто так. Приготовили путь к Господу. Говорили, рассказывали своим детям, прежде всего, от своего сердца. Рассказывали, передавали своим детям. Чтобы мы не молчали, говорили о нем, прежде своим детям, своей семье. Чтобы дети это все видели. Чтобы они видели эти обнимашки прежде всего не здесь, а там, дома. Чтобы они видели, что мы их любим, что мы их не просто дарим подарки. Мы им не просто это даем, но мы даем это от всего сердца. Потому что мы их любим. Чтобы мы ожидали. Потому что есть пустое место. Я ожидаю. Господь, зажигая, что света будет больше, и у меня будет терпение больше и больше. Оно перейдет в долготерпение. Потому что первое стоит, любовь долго терпит. Это первое стоит. Бог знал, потому что Он и поставил. Любовь долго терпит. Если нету терпения, значит нету любви. Бог мне говорит. Тебе должно быть. Я хочу это место, чтобы Бог пришел, и Он работал с моим сердцем. И у каждого у вас есть это пустое место. У каждого в чем-то. Кто-то когда-то. Как у моей сестры это было. Она много лет ждала, чтобы я спасся. Много лет. Она ездила по всем колониям. В мороз, холод. Она ездила ко мне и рассказывала, и говорила все время, Иисус любит тебя. Я думаю, что она чокнутая? Как Он любит? Я сижу все время здесь. Не покушать, не поесть нормально. Она переведет эту передачу. Я ем и смеюсь над ней. С этими братками сижу и смеюсь над ней. А она ожидала. Она теребила всю церковь, каждого достала. Просто буквально некоторые сестры говорят, ты нас достала своим братом этим. Ожидала, и она получила. И она радуется. Каждый у нас, каждый из вас в вашей истории. Каждый. Смотрите, вот то воскресенье мы слушали эту историю про Соледат. И я удивлен, в действительности, я очень удивлен ее смирением. Как она им не рассказывала, а просто смиренно молилась. Просто молилась. Это же потрясающе. Я бы, наверное, уже все уши им прожужжал-то. А она смиренно молилась. И Бог сделал вот так, сам. Иногда мы хотим сами сделать, бежим впереди Бога. Но Бог говорит, не надо бежать. Но и отставать не надо. Рядом, рядом. Будь со мной, рука моя над тобой. Он всегда вовремя тебе скажет, или вперед, или остановись. Мы должны ожидать от Него. Пусть до Рождества, в эти дни мы будем ожидать от Него, когда приедет наш епископ, будем ожидать от Бога, не от Него. Если мы от Него будем ожидать, мы огорчимся. Что-то увидим негативное и огорчимся. Но ожидать от Бога, и мы получим. Ожидать от Него, и мы получим. Он будет. Я ожидаю. Я ожидаю от Господа. Что-то Он будет говорить в мою жизнь. Этот Божий человек. Аллилуйя. Знаете, я вам скажу, что в новом году, в 24 году, хотя я не пророк, в пророческом служении не двигаюсь, но скажу, что-то будет происходить среди вас. И об этом уже многие говорили, приезжали, говорили, что-то будет происходить хорошее в 24 году. Если вы будете ожидать от Него. Филиппийцам, последнее место Писания читаем, Филиппийцам
3 глава, последнее место Писания, 3 глава и 20 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Вечность грядет, мы ожидаем от Него, что Он придет, и Он что-то будет делать. Это время радости, понимаете, радости, чтобы мы могли дома радоваться, петь и танцевать. Мы так делаем с Таней, мы танцуем, поем. Я там могу накрыть стол и Таню позвать вечером на романтический ужин. Это классно, вам скажу. И когда она понимает, она прижимается и плачет, и жмется, и плачет. Знаете, это слезы радости, это слезы от Бога. Бог будет что-то делать посреди нас здесь. Потому что об этом много проповедовал Алексей. Он говорил уже об этом, о переменах. Как-то я немного сказал об этом. Но Алексей говорил об этом много. Что что-то Бог, Он уже делает. И он говорил мне лично, что-то Бог лично делает здесь, в церкви. Чтобы осуществить свою волю. Не Его волю, а Божью волю осуществить. Аллилуйя. Давайте мы встанем, помолимся. Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе, Господь. Мы воздаем Тебе всю славу и честь, Господь. Господь, мы из глубины, мы не можем, может, громко кричать там, кто-то может, кто-то нет, но кричать из глубины сердца. Нет другого Бога, как Ты, Господь, только Ты, Господь. Потому что Ты даешь нам силу, Господь. Ты даешь нам силу, Господь, когда мы падаем, когда мы тухнем, Господь, во имя Иисуса. Потому что Ты с нами, Господь. Потому что Ты крепость наша, Господь, во имя Иисуса. Мы на Тебя надеемся, Господь. Господь, мы пойдем и не утомимся, Господь, не огорчимся, Господь, во имя Иисуса. Потому что мы надеемся на Тебя, Господь. Мы побежим, не устанем, мы поднимем крылья и полетим. Помазание Твоем, Господь. Мы знаем, потому что Ты хранишь мир в нашем сердце, Господь, во имя Иисуса. Ты даешь нам силы обновляться, Господь, во имя Иисуса. Ты наш Господь Самуил, все в Твоих руках. Мы знаем, все в Твоих руках. Ты держишь весь мир, Господь, в Своей отцовской руке, Господь. Мы знаем, Твоя любовь бесконечна, необъятна. Твоя любовь, Господь, во имя Иисуса. Ты светом прогонишь всякую тьму, всякий грех, Господь. Когда мы будем искать, ожидать Тебя, бодрствовать, Ты прогонишь эту тьму, Господь. Ты прогонишь этих, Господь, во имя врагов, Господь. Потому что Ты раздвинешь, Господь. Потому что всякая, Господь, пустота, она будет наполнена, Господь. Во имя Иисуса Ты поможешь нам во всем. Благодарим и славим Тебя, великий Бог. Потому что Ты чудесный, Ты прекрасный, Господь. Во имя Иисуса Христа. Дай, Господи, нам в этом, Господь, подготовке к Рождеству, Господь, готовить свои сердца, Господь, готовить свой разум, подготавливать себя, Господь, Твоему пришествию. Господь, и радоваться, петь, танцевать, Господь, подарить подарки друг другу. Если нету детей, пригласить родных, близких, соседей, Господь, знакомых, Господь, во имя Иисуса. Если нету никого, Ты один, то можно позвонить кому-то, сказать, можно, Господь, я приеду к вам, Господь, во имя Иисуса. Благодарим и славим Тебя, великий Бог. Будь прославлен во всем и будь возвеличен. Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Ты Рави, Ты Учитель. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа за все. Аллилуйя. Аллилуйя. И все сказали аминь. Аллилуйя. И тогда я передаю. Слава Богу. Вы знаете, что мы приняли решение
принимать причастие или хлебопреломление на каждом собрании. Господь ведет в этом так, и сейчас мы также это будем делать. Давайте мы осветим этот хлеб, этот сок, благословим, помолимся. И вы уже знаете, как мы это делаем, да? Мы проходим вот с этой стороны, берем хлеб, берем сок, возвращаемся на место, не принимаем сначала, сразу не пьем, ждем всех, когда все закончат, потом все вместе мы принимаем. Пока мы ждем, мы делимся на группы по 5 человек. Хорошо? Я ободряю вас, чтобы эта группа, она не была постоянной. Да? Давайте мы поменяемся. Потому что у нас... Я понимаю, что когда... Я не знаю, почему людям свойственно, когда ты приходишь в церковь, вы заметили, как правило, ты садишься всегда на то же самое место. Замечали? Потом приходишь, и кто-то сел на твой стул, и ты... Я не понял. Вас тут не сидело. Да? Но складывается такая, знаете, ты постоянно общаешься с одними и теми же людьми. У нас не такая большая церковь, и важно иметь общение со всеми по максимуму, по возможности. Поэтому давайте сейчас, когда будете возвращаться, не возвращайтесь на свое место, немножко в другую куда-нибудь уйдите. И не стесняйтесь. Можно возраста, чтобы менялись. Не обязательно по возрасту разбиваться. Да? Каждое воскресенье делаем, поэтому у нас большое поле для эксперимента. Хорошо. Давайте мы благословим. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, рождение которого мы будем отмечать уже скоро. Благодаря Его рождению, а тем более благодаря Его смерти, Господи, мы имеем это дерзновение приходить к Тебе, молиться и быть услышанными, просить и получать. Иисус, мы делаем это в Твое воспоминание, мы освящаем этот хлеб и говорим, что это тело Твое, которое было ломимо за нас. И мы освящаем этот сок и говорим, что это кровь Твоя, которая была пролита за нас. Делаем это, вспоминая о Тебе, с благодарностью в наших сердцах. И весь Божий народ сказал: аминь. Можно проходить.
Дорогие, вы знаете, что когда мы принимаем причастие, мы провозглашаем, что мы часть тела Христова. Мы соединяемся с Ним, мы соединяемся друг с другом. И я на прошлом собрании уже упоминал, знаете, когда так много болезней, так много людей болеет, когда мы принимаем, мы не просто провозглашаем, что мы часть тела, да, но мы провозглашаем победу над болезнями, потому что мы Ему принадлежим, а Он победил смерть, Он победил всякую болезнь. Поэтому будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Давайте будем принимать с благодарностью. Это тело Христова, и это кровь Христа. Дорогие, и если кто-то нуждается в молитве, помолитесь за человека. Если у кого-то есть какой-то недуг или что-то, и важно, чтобы каждый чем-то поделился. Давайте будем молиться друг за друга, будем
восполнять нужды друг друга. Thank you.